Сегодня у нас был мастер-класс, а беседа, наверное, скорее всего, на тему о том, как себя вести на сцене, как побороть страхи, боязни перед публикой. Пообщались с девочками, немножко дала даже советы из своего личного опыта. Был обмен энергией, обмен идеями, советами друг другу. Девочки на самом деле молодцы, они держатся хорошо, и каждая уверена в себе, я это увидела. И очень надеюсь, что они воспользуются тем, что я сегодня им посоветовала, сказала. Так, организация концерта на большом уровне, я скажу, да, потому что с каждым годом у нас же времена меняются, тренды меняются, мода меняется, как говорится, ну и уровень, соответственно, растет. И в этом году я вижу такой рост, наверное, скажу, да, такой фэшн, наверное, что в стиле, что в выходах, что в нарядах, наверное, да, уже было видно сразу, и это очень радует на самом деле, поэтому мы должны все равно расти. Очень приятно удивила новость о том, что к нам приезжает сам Валерий Меладзе. Это уже показывает уровень конкурсов вообще в целом, потому что все, наверное, мечтали, да, о том, чтобы какой-то большой артист эстрады, да, все российской, выступал в подобных конкурсах. А Меладзе, я считаю, идеальный вариант для такого уровня. Вот. Ну и, наверное, удачи красавицам. Выбор будет очень сложный, на самом деле. Здравствуйте, меня зовут Никифорова Алиса, мне 22 года, представляю город Якутск. Учусь в сельскохозяйственной академии, в этом году выпускаюсь, являюсь индивидуальным предпринимателем в сфере торговли. Сегодня у нас пройдет мастер-класс на тему экологии. Эта тема меня очень сильно затронула, потому что каждый год у нас пожары, загрязняется воздух. Вода, которую мы пьем, сами загрязняем нашими отходами. Поэтому я очень с нетерпением жду сегодняшний мастер-класс. Добрый вечер, меня зовут Новгородова Анастасия, мне 22 года, и я представляю Намский вуз. Я работаю учителем начальных классов Намской вузной гимназии имени Николая Семеновича Охлопкова. Сегодня у нас намечается мастер-класс на тему экология от экоактивистов и от руководителя Skin Time Ирины Матвеевой. Меня эта тема очень волнует, и я с волнением ожидаю вот этот мастер-класс, потому что очень хочу обсудить мировую проблему экологии, а также мы все знаем то, что природу мы уничтожаем сами люди. Вот поэтому я хочу обсудить на эту тему, поговорить, а также хоть внести какую-то лепту свою для того, чтобы сохранить нашу природу. В мире очень много катаклизмов, и меня эта тема очень волнует. Я, например, за экоактивизм. Я хочу стать экоактивистом и хочу призвать всех людей сохранять нашу природу, а также надо начать, конечно же, с самого себя. Подумайте, пожалуйста, про ваше будущее, про наше поколение, чтобы наши дети дышали свежим воздухом, а также пили чистую воду. Здравствуйте, меня зовут Тихонов Айсен, я повар паба «Дикая утка». Сейчас у нас проходит в Якутии конкурс «Мисс Республика Саха-Якутия». Мы являемся партнерами этого конкурса. И на протяжении 10 дней финалистки конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия» обедают у нас в рамках этого конкурса. Приготовили правильное сбалансированное питание, подходящее для участниц. Это натуральные овощи, сбалансированное правильное питание, чтобы девушки могли следить за своей фигурой, чтобы было вкусно. Девушкам всем хотелось бы пожелать удачи и победы на этом конкурсе. А всем жителям и гостям столицы
хотелось бы сказать, следите за правильным, сбалансированным питанием, кушайте вкусную, свежую, хорошую еду и приходите к нам в паб «Дикая утка». Всем привет! Меня зовут Никифорова Анастасия, мне 22 года, я представляю Хангалатский улус. На данный момент я учусь в СУФУ на 4-м курсе на инженера по пожарной безопасности. Вот уже 4-й год я вхожу в состав мажореток СУФУ, и участие в данном конкурсе для меня дает новые возможности и открывает новые двери, и мне очень нравится сам процесс подготовки к финалу. Для меня главным призом является возможность представить нашу родную республику на российском уровне. Всем привет! Меня зовут Степанова Анна, мне 18 лет. Я являюсь курсантом авиационного училища гражданской авиации. На вопрос, почему я выбрала именно эту профессию, потому что 1,5 года назад мне приснился вещий сон, где произошел апокалипсис, и нас заперли в одном здании, где ко мне подошла одна девушка и ни с того ни с сего сказала мне: либо ты идешь налево, где медицина, либо направо, где авиация. Я стояла, очень долго думала и выбрала почему-то авиацию. И я сразу после этого выбора проснулась с мыслями: нужно в гугле поискать вузы, связанную с авиацией. И таким образом я решила связать свою жизнь с авиацией. Девочкам я пожелаю терпения, сил, храбрости, уверенности, конечно же, самообладания, и всем участницам желаю удачи. Пока! Добрый вечер. Меня зовут Игнатьева Зоя Николаевна. Я журналист, преподаватель эстетического воспитания. Меня пригласили на мастер-класс к девочкам, участницам конкурса «Мисс Республики». И мы сегодня говорили о том, как вести себя в обществе, как подать себя, как говорить, как держаться. Все это называется этикетом, как вы знаете, и должно пригодиться каждой девушке, каждой женщине, да и вообще каждому человеку. Я думаю, что девочки достойно представят себя, свой город, свой район, и хочу пожелать им большой удачи. Меня зовут Ирина Матвеева, я руководитель сети магазинов Skin Time, и также я основатель и руководитель волонтерского движения «Раздельный сбор». Мы начали свое движение в апреле прошлого года, и с тех пор мы провели 3 большие акции по приему вторсырья. И пытаемся донести до людей, что в наших якутских условиях мы можем уменьшить объем отходов, который выбрасывается на свалку. Мы сегодня с девочками посмотрели фильм «Мусор». Это очень хороший документальный фильм про экологическую катастрофу, которая сейчас происходит в мире. И девочки очень прониклись. Также я рассказала про наше движение «Раздельный сбор Якутск». Это эколого-волонтерское движение. Мы рассказываем людям о том, что все зависит от нас, что нам нужно стремиться уменьшать свои отходы, и то, что неизменно появляется, сдавать на переработку. У нас в Якутске есть компании, которые все это либо перерабатывают здесь, либо вывозят за пределы республики. Участницам мы сегодня подарили такой набор начинающего зеровейстера. Это эко-сумка. Ее нужно брать с собой в магазин, чтобы не брать лишние пластиковые пакеты. Это эко-мешочек. В него покупают овощи, фрукты, также можно орехи, и они заменяют множество вот этих фасовочных пакетов. Также это бахилы, они брендированные. Наверное, замечали, что возле поликлиник, где-то в садик огромное количество бахил, которые носятся буквально 5 минут, но несут огромный урон для нашей экологии. И как замена одноразовому мы используем такие многоразовые бахилы. Их носят поверх обуви, и потом можно постирать со специальным чехлом. Я очень надеюсь, что девочки будут всем этим пользоваться и активно рассказывать своим знакомым, друзьям, потому что экопросвещение – это именно подходит от одного к другому. Вот, когда видишь хороший пример, ты им заражаешься.
Я счастлива. И, ребята, всегда помните, скажи пакету нет. Пластик перерабатывается очень долго, поэтому все девочки из Республики Саха-Якутия призывают воспользоваться только натуральными продуктами. Сегодня на лекции для Мисс Якутия мы провели очень классный мастер-класс с моей коллегой Ириной Матвеевой. Мне кажется, девочки очень многому научились, немного узнали, и я надеюсь, что они вот эти ценности, которые мы им постарались объяснить, будут нести в массы, и каждый человек Якутска станет более осознанным и поймет, что такое устойчивое развитие. Всем привет, меня зовут Дарья Афанасьева, мне 17 лет, и я обучаюсь в Якутском городском лицее. Я решила представлять свой родной город Нерюнгри, потому что там я прожила почти всю свою подростковую, детскую жизнь. В Якутск я переехала только 2 года назад, и вот многие меня спрашивали, почему ты выбрала именно Нерюнгри. Ну, потому что это мой родной город. В Нерюнгри я закончила музыкальную школу, училась на фортепиано, то есть пели в хоре, ездили на разные концерты, гастроли, даже бывали в Москве. Ну, старший хор был во Франции, я, конечно, еще не застала это время. Вот. Раньше профессионально занималась танцами, позже я начала заниматься профессионально хип-хопом, но из-за травмы и переезда мне пришлось закончить карьеру с танцами, но как бы любительские танцы есть в моей жизни всегда. Совершенно случайно в конце прошлого года я попала в модельное. Ну как попала? Меня туда привел друг чисто на репетицию, и потом все завертелось, закрутилось, и благодаря моему модельному я сейчас здесь нахожусь, потому что меня очень поддерживали, за меня болели и говорили, что я обязана пойти на кастинг. Вот, в принципе, и все, что я хотела сказать, наверное. Вот. Хочу пожелать всем участницам удачи. Всех целую, люблю, обнимаю. Пока-пока. Салют, Якутск! 24 января я приглашаю вас на конкурс «Мисс Республика Саха-Якутия», где в рамках проекта подарю вам свой концерт. Мы споем с вами старые и новые хиты и окунемся в настоящую атмосферу красоты и романтики. До встречи в ЦСП «Триумф».